наш был корпус, 2-й танковый корпус. Командовал им генерал-лейтенант Бурдейный. 12 января началось наступление. Первый день наш танк подбили. Там сразу 6 танков подбили наших. Ну, мы действовали все время взводом, 3 танка. Я командир орудия, так я там не знаю, куда мы едем, потому что я сижу, а командир танка там руководит, и командир взвода ведет этот взвод. Передали команду, значит, выстраивается в колонну, и нашему командиру танка приказывает в голову колонны становиться. В голову колонны наш танк встал, мы немножко проехали, там населенный пункт был. Ну и надо было командиру танка узнать, куда ехать. А там перекресток прямо и налево. Пока он спрашивал там по рации выше, куда нам, налево или прямо. И в это время оно метров, наверное, 20, ну не больше. Вдруг эти 2 немецких танка «Тигри» прямо проскакивают мимо нас в эту улицу и пошли. Ну, приказали нашему танку следовать налево за ними. Зимой снег, видно хорошо было эти строения. Мы метров 100 не доехали, остановили танк. Нам приказано было обстреливать сначала, потом заходить в этот населенный пункт. Выстрелили, и как они, наверное, эти «Тигры», а у них уже было, видимо, приборы ночного видения. Они 3 снаряда в наш танк. Командир танка как стоял на своем этом стульчике, а он всегда вот стоял и так вот вверх руководил механиком. Он не садился на свое место. Его как снаряд разрывается и падает на меня, а я ниже его сидел стулом. Как раз он падает, мне загородил дорогу, я под пушку, под казенную часть и в другой люк, а те повыскакивали сначала заряжающий, радист, а потом мы с механиком вылезли, выскочили. За 12 дней, которые я там участвовал, 3 танка наших подбили, в которых я и последний танк подбили, и меня сильно оглушило там в танке. Я свалился и потерял сознание, и знаете, вот эта башня, и там выемка так вокруг же. Я свалился так в выемку, и мне вроде бы так хорошо, и вроде бы тепло, а до этого я уже замерз. Мы двигались и днем, и ночью все время. И сразу же через несколько, может, я не знаю сколько секунд, я сразу в сознание пришел. Я понял, что наш танк подбили, и я выскочил из танка, упал прямо возле танка там. Упал, идти не могу. От наш взвод 3 танка, смотрю, все 3 танка горят, загорелись. Я отполз в сторону. Думаю, сейчас они начнут рваться, там же боеприпасы, и бывает, даже башню лететь вверх. Вы знаете, сейчас мне становится страшно, когда я начинаю вспоминать, а тогда я вообще не ощущал такого. Было страшно, хотелось, значит, вроде бы жить, как-то спокойно все было, а сейчас даже сон снится. Один раз так тяжело приснился сон. Где-то на исходной позиции мы уже стоять танки, и нам ставить задачу какую-то так. И а я так во сне сон. Думаю, хотя бы отменили. Это ж страшно так, надо же идти туда, там же подобьют, обязательно. Василий Спасов далеко не единственный, кто хранит воспоминания о войне.
Ко Дню Победы компания Wargaming запустила проект «Фронтовой альбом». Теперь каждый из нас может рассказать историю своего родственника и поделиться ей в социальных сетях. Вместе мы сохраним в памяти эти бесконечно важные воспоминания.